Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как 68-летний мужчина попал под колеса «Лады» на улице Зорге в Казани. На моих глазах взлетел мужик. Спасти жизнь пешеходу врачи были не в силах. И в лобовом столкновении «Лады» и «Тойоты» рано утром у села Усады погибла водитель легковушки. А также, как на Булаке сбили женщину и пожар в доме на улице Королева. Они говорят, он защищен законом. Да каким законом? Туалет здесь, он не прописан. Противостояние жильцов подъезда и бездомного достигло апогея. Это и не только. Прямо сейчас. 68-летний мужчина погиб под колесами «Лады» 13-й модели, пытаясь перейти улицу Зорги недалеко от перекрестка с Даурской в Казани. Как рассказали очевидцы, мужчина стал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора, при этом вышел на проезжую часть чуть в стороне от зебры. А автоинспекторы установили, что скорость у 19-летнего водителя легковушки была куда больше, чем у всего остального потока. Услышал тормозной путь, жесткий удар, оборачиваемся примерно здесь. Когда я уже обернулся, я увидел, что мужчина в воздухе находился, он приземлился очень жестко. Этот молодой человек с братом стоял у пешеходного перехода. Надо было перейти улицу Зорги. Горел красный. В ожидании разрешающего сигнала смотрели по сторонам. Того, что произошло через мгновение, не ожидал никто. На моих глазах взлетел мужик. Да, я сразу говорю. Насмерть сразу было понятно. Рассказывают, мужчина шагнул на проезжую часть не на пешеходном переходе, а в нескольких метрах от него. И точно на красный. Сами ждали возможности перейти. Куда он хотел пройти, не понимают. Почти все ограждено заборами. Я тоже его не понял. Просто привык немного к этому, что люди здесь немножко нарушают, особенно пожилого возраста. Водителю «Лады» 19 лет, работает курьером. Торопился отвезти последний в этот день заказ. Ребенок в шоке, девушка. Просто выбежал на красный человек. Я не успел среагировать. Он выбежал, у него состояние такого шока было. Пытался что-то там сделать, в скорую позвонить. Переживал, он вину свою, наверное, осознает, я думаю. В районе 22 часов 19 минут 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2113, двигаясь по улице Рихарда Зорги, на пересечении с улицы Даурской, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на сильнейший удар, сразу после наезда 68-летний мужчина был жив. Он скончался в карете скорой помощи. Полученные им травмы были несовместимы с жизнью. Как предварительно установили на месте автоинспекторы, «Лада» ехала первой в потоке. Это подтверждают и очевидцы. Машины, по-моему, сзади ехали, ВАЗ-2113. Просмотрев записи с некоторых камер наблюдения, сотрудники ГИБДД предположили, что «Лада», вероятно, ехала быстрее всего остального потока. Этот перекресток захватывают еще несколько камер, в том числе и коммерческих организаций. Разобраться во всех обстоятельствах трагедии и установить степень вины и водителя, и пешехода теперь предстоит следователям уже в рамках уголовного дела. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Один человек погиб, еще двое госпитализированы в результате лобового столкновения «Лады Калина» и «Тойоты Ленд Крузер» в Лаишевском районе недалеко от села Усады. Сегодня рано утром 35-летняя женщина за рулем «Лады» везла свою 68-летнюю мать на дачу. Внедорожник двигался в сторону Казани. По предварительным данным, 59-летний водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу. Женщина пыталась увернуться, но не смогла. Удар пришелся в левую переднюю часть легковушки. В результате столкновения «Лада» перевернулась, вылетела в кювет, развернулась на 180 градусов и остановилась. Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. Внедорожник также развернул, он вылетел с дороги в нескольких десятках метрах от «Лады». У «Тойоты» также сильно разбита передняя часть и вырвано колесо. Водитель иномарки и пассажирку «Лады» с различными травмами госпитализировали. 38-летнюю женщину сбил 44-летний водитель «Шевроле Круз» на улице Лево-Булачная. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Зеленый горел и водителю. Он поворачивал направо с улицы Ташаяк. Автомобилист должен был пропустить пешехода, но этого не сделал. Женщину с травмой ноги госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. После оказания первой помощи врачи отпустили пострадавшую на амбулаторное лечение. Порше и Kia столкнулись вечером на улице Вишневского в Казани. Судя по расположениям машин, можно предположить, что внедорожник двигался со стороны моста «Миллениум», а легковушка разворачивалась, хотя такой маневр здесь запрещен. Удар пришелся в правый бок Порше, автомобиль остановился поперек проезжей части. У Kia разбита вся передняя часть. Виновного в произошедшем будут выявлять автоинспекторы.
Сегодня днем на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре в офисном здании на улице Рахимова. Эпицентр возгорания находился на 2-м этаже. Первый занимает супермаркет. Через час пожарные ликвидировали открытое горение. Им удалось не допустить распространения пламени на 1-й этаж. Причину возгорания установят дознаватели. Пожар вспыхнул в подъезде одного из домов на улице Королева в Казани. Жильцы подъезда говорят, перед возгоранием был слышен сильный хлопок, потом все заволокло дымом. Огонь потушили быстро, горели вещи в подъезде. А вот эмоции жители только накалялись. Чего-то подобного они ждали давно. В подъезде между 4-м и 5-м этажами около 1,5 лет живет мужчина, их бывший сосед, хозяин горевшего скарба. Обитает он под дверями квартиры, в которой жил до тех пор, пока его не посадили за мошенничество. Возвращаться оказалось некуда, и он остался на лестнице. Сделать с ним соседи ничего не могут. Взорвалось, что там у него барахле. Его, 53-летнего Александра, человека без определенного места жительства, знает весь дом. Страдает от соседства один подъезд, особенно жильцы верхних этажей. Он расположился между 4-м и 5-м. Ну, вроде человек вам объясняет, говоришь, куда ты таскаешь, он все таскает. Вот он таскался, это же не просто так. Вот что ты молчишь-то? Я тебя столько ругал. Чего? Вы ищите, кто-то поджег. Да ты сычку хочешь найти, иди ищи. От малого началось, потом вот так уже. Александр живет в подъезде больше года. Идти было просто некуда. Год, 2-3 месяца назад. Год и 2-3 месяца назад. Тогда он вышел на свободу из заключения, но дверь в квартиру, где жил, оказалась для него заперта. 25 лет. Общественное место здесь. А сейчас получилось так, что я без упущения. Признался, был осужден по 159 статье «Мошенничество», но уверяет, невиновен. Ошибка судебной власти. То время, пока он отбывал наказание, говорят жители подъезда, было самое спокойное. До этого в квартире, где он жил, был притон. Рассказывают, однажды там даже убили человека. Бордель был. Он не горевал здесь. Жил хорошо. У него здесь притон был в прямом смысле. Все наркоманы к нему ходили, все алкаши. Квартира, рассказывает Александр, его бывшей тещи. Сама тут не жила, а жена не выдержала веселой жизни. Бывшего супруга выгонять не стала. Квартира все равно пустовала. Поначалу, видимо, надеялась, что мужчина возьмется за ум, но потом махнула рукой. Жена его закрыла пьяно. Он стал спускаться за бутылкой. Сорвался и упал. Позвоночник повредил, ходил в корсете. Вот. И вот он этим козырял, все. Мы раз видели. Бежит, поднимается, бегом бежит. На ту минуту через 10 скоро подъезжает. Побыли у него, выводит его. Идет, как умирающий ливьер. Ну, артист, мы хохотали до невозможности. Пока он отбывал наказание, в квартире поменяли дверь. Для него она теперь закрыта, хоть там никто и не живет. Сам на горе соседям обустроился в подъезде. Был взрыв, да. Глянула в глазок-то. Там уже полная темнота, дым. Не было, я только подошел. Есть свидетель, где я ходил в шаурму покушать. Вот вернулся, вот смотрю. А что я смог взорваться? Ты за твои вещи-то. А чего все могло взорваться-то? Очки, что ли? Или... Очки? Какие очки? Ты что, дур, где очки взрываются? Дайте поговорить с людьми, а? Не мешайте, пожалуйста. Все это взорвалось. Это кто-то поджег специально. Жильцы подъезда говорят, устали. Куда ни обращались, помочь им никто не может. Они говорят, он защищен законом. Да каким законом? Туалет здесь, он не прописан. По мусоркам ходит весь, вот этот вот все с мусора. Воняет, мочится здесь. Все убийство было, наркоманы-то все были. Все здесь было. И вот ничего сделать не можем. Александр говорит, да, сейчас после пожара здесь грязно, но в целом уверяет, за чистотой следит. Саша, а убираться-то будет? Он? Убираюсь сам. Здесь и веник, и метелка, только пылесоса нет. И совок, который он сгорел. То, что соседи постоянно заявляют на него в полицию, говорит, понимает, но всегда возвращается обратно. Ему так удобно. Мы, соседи, соберемся и тебя выкинем отсюда. Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.